Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. В Якутии продолжается обновление автопарков районных больниц. Новые машины скорой помощи направят в труднодоступные сельские поселения. Сокращение операционных расходов. Арктические районы республики ждет создание логистических центров. Возможность уменьшить количество сотрудников в опасных зонах добычи. На горно-обогатительном комплексе Нерюнгринского района запустили новый добычной комплекс. Об этом расскажем более подробно. Правительство РФ направило более 650 миллионов рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 регионов, там, где ситуация с ними наиболее сложная. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в условиях распространения коронавируса в целом выросла потребность медицинских организаций в кислороде. В республике продолжается оснащение районных больниц новыми автомобилями. Это стало возможным благодаря федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой в течение 5 лет в республику планируют доставить порядка 200 машин, а также новое оборудование для телемедицинских консультаций. Новые машины скорой помощи марки УАЗ, а также обновленные «Лада Нива» в первую очередь направят в труднодоступные сельские поселения. Первый транш обновленного парка – это 14 автомобилей. Всего же в этом году в республику поступит 44 новые машины. Все они будут направлены в 14 районов республики. Из северных районов у нас будут Булунский и Меконский. Остальные машины будут распределены по участковым больницам, там, где есть стационарное звено и транспортная недоступность. Но это вот не вся партия. Не вся партия. В этом году будет 44 машины. Софинансирование республики составляет 4 машины, 40 за счет федерального бюджета. Но обновление парка вообще вот последние, скажем так, 20 лет сильно же не было. Партии приходили мелкие, по 5-6 на всю республику. Это было, конечно, мало. А на сегодняшний день уже вот такими большими партиями мы как бы уже приходят по этой федеральной программе. Поэтому я думаю, что будет доступность оказания помощи, перевозки больных из ФАПов, из участков, потому что, ну, во-первых, машина же сделана для медицинской организации. Поэтому я думаю, что у нас будет просто увеличение доступности медицинской помощи. В связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами начались работы по поэтапному выводу группировки МЧС России. Так, на территории аэропорта города Якутск состоялась торжественная церемония награждения спасателей, которые были задействованы на ликвидации лесных пожаров на территории республики и из других регионов страны. Для этого аэропорт Якутска сегодня встретил 2 воздушных судна МЧС Ил-76, которыми эти спасатели полетят в свои места дислокации. К нам прибыли 2 борта МЧС России из города Ногинска. Они полностью с Росрезерва палатки, там, мотопомпы, генераторы привезли, тушенку, сгущенку. И мы пока в Росрезерв себе всю эту номенклатуру у себя будем складировать. И при возникновении чрезвычайной ситуации будем эти материальные ценности использовать. Этими же 2 бортами сегодня у нас убывает 200 человек. Это Тульский отряд МЧС 100 человек и с Ногинска самого тоже 100 человек. Сегодня в Якутию авиации МЧС России доставлен груз от Росрезерва для успешной ликвидации последствий природных пожаров. 2 бортами Ил-76 прибыло 2 автомобиля «Урал», продовольствие, ранцевые огнетушители, насосное оборудование, пожарные емкости и рукава. В регионе на протяжении нескольких месяцев бушуют природные пожары. На сегодняшний день обстановка стабилизировалась. Угрозы перехода огня на населенные пункты и объекты экономики нет. Все социально значимые объекты функционируют в штатном режиме. МЧС России продолжает оказывать помощь региону. В столицу доставлено 70 тонн груза от Росрезерва, прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия.
В Якутии в 2022 году планируют создать логистические центры в арктических районах, среди которых Булунский, Верхоянский, Жиганский и Среднеколымский. Об этом сообщил министр по развитию Арктики и делам народов севера Якутии Владимир Черноградский. Строительство подобных логистических центров должно удешевить цены на продукты, обеспечить круглогодичное наличие овощной продукции в Арктике и сократить операционные расходы. Центры оснащены современным оборудованием, предназначенным для закупа и переработки местной продукции, овощехранилищами и морозильными камерами. Продукты будут доставляться в такие центры по воде, Северному морскому пути, а затем с этих баз доставка в населенные пункты будет организована малой авиацией. С 1 сентября родители всех детей до 7 лет включительно смогут получать максимальные выплаты по больничному листу при болезни ребенка вне зависимости от стажа работы. Как подчеркивают в Минтруде, это затронет 1,5 миллиона родителей и не приведет к увеличению расходов работодателей. Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется. Фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листа. Напомним, что по общим правилам размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа. На Адмиралтейских верфях прошла церемония закладки дизель-электрических подводных лодок «Якутск» и «Можайск» для военного морского флота России. Подводные суда, 5 и 6 корабли, которые строит Петербург для Тихоокеанского флота. Сообщается, что в настоящее время на 4-й подводной лодке Тихоокеанской серии «Уфа» выполняются монтажные работы. 3-й корабль серии «Магадан» завершает государственные испытания. Напомним, что первый корабль «Петропавловск-Камчатский» был передан морякам-тихоокеанцам в ноябре 2019 года. Второй, подводная лодка «Волхов», вошла в состав Тихоокеанского флота в октябре 2020 года. Все лодки способны погружаться на глубину до 300 метров. Корабли имеют более высокую по сравнению с предыдущими проектами боевую эффективность. В Нерюнгринском районе на горно-обогатительном комплексе Иноглинский запустили второй добычной комплекс «Фамур». Первый комплекс был получен и смонтирован весной, а очистной забой запустили уже в июне. Такое оборудование дает новый толчок в развитии угольной компании «Колмар», позволяет выйти на новые производственные показатели и улучшает условия труда для сотрудников. Продолжит Екатерина Павлова. Сегодня на пласте Д-19 шахты Наглинская находятся в работе два высокопроизводительных очистных комплекса «Фамур». «Фамур» оснащен секциями механизированной крепи, очистным комбайном, забойным скрепковым конвейером и конвейерами скрепковыми штрековыми с обратными наездными головками с дробилками. Горная масса транспортируется ленточными конвейерами. Комплексы идентичные, чтобы в дальнейшем была взаимозаменяемость запасных частей. Вот она поднимается и по воздуху подъезжает. Перед работой со вторым комплексом было проведено теоретическое обучение и сформирован профессиональный коллектив таким образом, чтобы в него вошли как те, кто еще не работал с «Фамур», так и опытные специалисты. Техника в разы облегчает труды шахтера, повышает добычу, производительность труда. Такое оборудование позволяет увеличить объем добычи в 2,5 раза по сравнению с традиционной системой камерно-столбовой отработки и создать более безопасные условия труда для шахтеров. Шахта на сегодняшний день добывает до 400 тысяч в месяц. По июлю месяцу, вот показал, в августе мы взяли план выйти на 550 тысяч. И последующими месяцами у нас будет наработка каждый месяц по 100 тысяч добавляться. И на конец года мы должны выйти в месяц 800 тысяч добычи. Это только по шахте. В настоящее время организованы еще 3 проходческих участка, и как только отработка запасов на одном из них будет закончена, комплекс перемонтируют на следующий участок. Механизированным комплексом можно управлять с одной точки. Это позволяет уменьшить количество сотрудников в опасных зонах добычи. Кроме того, «Фамур» оснащен высоконапорной системой пылеподавления, что позволяет уменьшить влияние вредных факторов для наших шахтеров. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.
В скором времени жители микрорайона Алроса города Ленск смогут заниматься спортом недалеко от дома. В этом отдаленном от центра районе нет спортзалов, поэтому такая альтернатива, как спортплощадка в летний период, хороший подарок для жителей. Уже несколько недель жители следят за работами на месте старой площадки. Здесь был проведен демонтаж прежних конструкций, и сегодня идет установка ограждения. Параллельно подрядчики бетонируют площадь под будущее баскетбольное поле, которое будет покрыто резиновой крошкой. Также здесь появится несколько уличных тренажеров. Там спортивную площадку мы планируем сделать как в парке, да, то есть с резиновой крошкой, с ограждением, да, с баскетбольными щитами. Планируем там установить немного уличных тренажеров под навесом, да, то есть, ну, чтобы молодежь, дети могли прийти там позаниматься спортом, ну и поиграть. Поэтому потихоньку, да, проводим работы по благоустройству города. Но я должен признать, что достаточно большой объем работы был сделан за прошедшие, там, сколько, 7-8 лет. Да. На площади Удачного приступили к основным строительным работам. Реконструкцию объекта поддержала алмазодобывающая компания. Центральная площадь – один из 8 социальных проектов, победивший на конкурсе «Территория Алроса». Ирина Балкова расскажет подробнее. Центральная площадь сейчас напоминает одну большую стройку. С каждым днем излюбленное место горожан приобретает новый облик. То и дело подвозят материалы. Реконструкция объекта началась в мае. Рабочие сегодня отсыпают площадь щебнем. После ступеней территорию вокруг фонтана обложат плиткой. Также строители готовят фундамент для навеса. Уже можно представить, как будет выглядеть открытый амфитеатр со множеством зрительских мест и зон отдыха. Скажите, все работы выполняются согласно графика? Нет никаких отставаний? Все вовремя? Стараемся выполнять, да, все виды работ, согласно графику. Какие-то трудности есть? Есть, но неувязки есть чуть-чуть с проектом, которые в процессе производства работ появляются малые неувязки. То есть, как бы вопрос решается моментально, можно сказать. В рабочем порядке? Да, в рабочем порядке. На реализацию проекта «Центральная площадь» компания «Алроса» выделила 20 миллионов рублей. Более 7 миллионов поступит из бюджета «Удачного» и 35 миллионов из федерального. Объект планируют сдать в октябре текущего года, если природа не внесет свои коррективы. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.